На данном уроке мы сейчас посмотрим, как купить доменное имя. Мы сейчас на хостинге inweb24.com, и внешний вид сайта у них сейчас принял вот такой вид. Идем в верхний раздел. В меню есть кнопочка логин. Нажимаем на эту кнопку. Вот такое окно нам представляется. Здесь нужно вписать свои данные, электронную почту и пароль. Но так как у меня уже аккаунт здесь есть, я просто нажимаю на продолжение логин. Конечно, предварительно вписав свои данные. Попадаем таким образом в бэк-офис. Вы видите в панели управления разные здесь есть разделы: Home, сервисы, домены, финансы и так далее. Здесь необходимо выбрать раздел доменов и регистрация домена. Идем в этом направлении. Открывается следующее окно, и мы тут будем теперь уже подбирать то имя, которое мы хотим приобрести. Я хотел бы сейчас купить доменное имя, которое касалось бы обучения, в данном случае вебинаров. Но вы понимаете, что рынок вебинаров он сейчас активно развивается, и поэтому мы попробуем сейчас забить тему вебинар и посмотреть на доступность. Предварительно нужно отметить, вот тут, допустим, мы сейчас ищем в зоне .com. А давайте посмотрим, что в остальных зонах. И мы отметим галочкой все чекбоксы и вновь нажимаем на кнопку «Проверить доступность». Итак, смотрим. Оказывается, что то, что мы хотели приобрести, уже давно, как говорится, занято. Ну что ж, нам нужно теперь искать следующее имя. Ну, не хотелось бы упускать вот этот вариант вебинара. Но русский язык он богат, я думаю. И вместо V и W английского написания мы сейчас подберем другой вариант. Он тоже также звучит, наверное, или должен звучать ли. Вебинар. Проверяем на доступность. Ну, вместо W мы вписываем V. Все равно читается как V. Ну, тут уже веселее, кстати говоря. Всего лишь 2 зоны заняты, а остальные практически свободно. Но дело в том, что я еще хочу проверить на то, что как часто вот именно в таком написании вебинар набирается. Вот, хотелось бы узнать, интересно действительно ведь, да? А есть такой сервис, если вы знаете, это в Яндексе. Можно проверить статистику. Статистика ключевых слов. Ключевые слова. Статистика ключевых слов в Яндексе. Давайте попробуем проверить вебинар. То, что мы бы хотели бы посмотреть. Интересно, как часто вот это слово набирается в поисковике. И видим, что в месяц, оказывается, вообще, да, вот такое название, такой вариант написания вебинара есть. То есть люди интересуются именно в таком варианте каллиграфии. Но давайте мы посмотрим, а как интенсивно это сейчас происходит по месяцам. Появляется графика. Вот такая графика. Что мы здесь видим? Мы наблюдаем следующее, что это слово где-то в ноябре 2011 года в таком написании вебинар он набирался, ну, немного, да, 67 всего. Но идет динамика развития. И наибольший вариант 528 написаний. Ну и так далее. Здесь идет опять вниз и опять идет вверх. То есть, иначе говоря, люди все равно как-то интуитивно забивают именно это слово в таком написании. И следовательно, я думаю, что есть смысл приобрести такое доменное имя, потому что вот могут забить
могут искать именно в таком написании. Но даже дело не в этом. Мы возвращаемся опять к себе в аккаунт. И думаю, что раздавая вот это доменное имя в таком написании, люди все равно будут понимать, что это вебинар. И само слово V в данном случае, оно будет восприниматься как русское В. Итак, мы продолжаем покупку. Из предоставленных вариантов теперь необходимо выбрать тот, который нам более подходит или который мы хотели бы приобрести для себя. Зона org, info, name. Ну, я хочу здесь посмотреть еще на цену. Думаю, что выберу webinar.org. Зона org касается обычно образовательных систем. И я думаю, логично будет в этой системе и предоставлять наши услуги по вебинарам, по обучению. И тем более, что цена этого имени, она недорогая. Итак, мы заказываем webinar.org и жмем дальше на кнопку «Заказать». В этом окне надо поставить галочку в чекбокс в номере Protection и жмем дальше на «Обновить корзину». Итак, мы еще раз просматриваем, что наша цена 10 практически долларов, 9,99, и покупаем мы его на 1 год. Жмем на кнопку «Продолжить». Теперь нам нужно оплатить это дело. Предоставляются разные варианты оплат. Кредитная карточка, Kiwi, внутренний счет компании, в данном случае вот он, Google Checkout и Робокасса. В Робокассе огромное количество вариантов оплаты. А лично я воспользуюсь вот этим вариантом. У меня там в бэк-офисе есть чуть-чуть денежек, и я хочу воспользоваться им. Особенность проплаты через внутреннюю комнату, через бэк-офис следующая. Здесь нужно пробить номер кошелька и создать еще платежный код кошелька. Я открою еще одну вкладку для удобства пользования. И давайте создадим сейчас платежный код. Происходит это в следующем окне. Нужно пройти в кошелек. Здесь у меня есть свой пароль. Если у вас есть карта, конечно, вы лучше это дело оплатите через пластиковую карточку. А я же создаю теперь свой платежный код. В данном случае минимальная сумма нам требуется 10 долларов. Мы обозначаем эту сумму. И конец срока годности. Ну, максимум мы обозначим 2 дня, потому что система принимает оплату как минимум в 2 дня. И пропишем. До 29 наш платежный код будет находиться в рабочем состоянии. Создать платежный код. Жмем на эту кнопку. Итак, система говорит, что платежный код создан. Вы его видите здесь. Вот он, да? И нам теперь нужно скопировать вот этот вот номер платежного кода. Копируем Ctrl-C и возвращаемся в предыдущее окно. Платежный код вставляем в нижнее окно. И номер кошелька. Опять вернемся. Давайте посмотрим номер кошелька. Вот он сверху. ID. Копируем номер кошелька и возвращаемся в предыдущее окно. И там же вставляем этот номер. Знак DS мы убираем. Знак номера убираем. Жмем чекбокс и завершаем заказ. Жмем на эту кнопочку.
Пока идет система оплаты, пока идет взаимодействие с хостингом, ничего не нажимайте нигде, иначе может что-то там и не получиться. Номер заказа нам теперь высвечен, и мы должны проверить, произошла ли у нас покупка. Возвращаемся опять в раздел домены, и теперь уже входим в управление доменами. И смотрим, мы покупали webinar.org. И действительно вы видите, что вот это наше имя, доменное имя, которое мы хотели купить, оно теперь находится среди остальных доменных имен. Если вы хотите проплатить через пластиковую карточку, практически там то же самое, но предположим, опять-таки мы сделаем нашу покупку, предположим, webinar.info, мы оплачиваем это доменное имя и жмем на кнопку «Заказать», то, что внизу. Вот на эту кнопочку жмем, отмечаем чекбоксом напротив доменного имени, который мы выбрали, и заказываем. Опять здесь проставляем галочку на ID Protection и обновляем корзину. Присматриваемся опять к нашим данным, что мы платим $10.45. Webinar.info покупаем на 1 год. Это мы видим вот в этой табличке. И жмем на кнопку «Продолжить». Мы решили оплачивать с помощью кредитной карты. Ну, у меня, предположим, уже кредитная карта есть. Она с таким последним номером. Но если у вас новая карта, жмете на нижнюю кнопочку, введите данные новой карты ниже. Выбор типа карты выбираете вот в этой небольшой табличке. Visa либо MasterCard. В номере карты в таблице здесь прописываем полностью ваш номер. Тут окончание даты обслуживания пластиковой карты, месяц прописываем и прописываем год. В этой табличке год, в этой табличке месяц. И дописываем SVS2 код. Где он находится? Если кто не знает, на обратной стороне пластиковой карточки есть такой трехзначный код. Это и есть та самая цифра, которую нужно будет вписать вот в это небольшое окно. Отмечаем чекбокс «Я прочитал и принял условия предоставления услуг» и жмем кнопку на «Завершить заказ». Я уже эту кнопку нажимать не буду. Далее вы увидите потом результат покупки, и вам также будет высвечен номер покупки. И результат вашей покупки вы также посмотрите уже в управлении доменами. Вернетесь назад. И так же, как это доменное имя, ваше доменное имя появится уже в череде строк, которые есть у вас, предположим, в табличке «Мои домены». Вот таким образом происходит покупка доменного имени с помощью пластиковой карты. С вами был Сергей Майнагашев.